Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева, я главный редактор «Кактус Медиа». Мы с вами продолжаем обсуждать новый закон об образовании. Напомню, что сейчас над ним работает рабочая группа, межведомственная рабочая группа. Она предложила свой вариант. Кроме того, свой вариант закона об образовании предложило и Министерство образования. Одним из членов вот этой межведомственной рабочей группы является Абдылахат Нурбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас с вами есть информационный повод для встречи. Буквально вчера и позавчера прошел круглый стол, вернее, рабочее обсуждение нового проекта закона. И эта встреча уже вызвала бурную реакцию гражданского общества. Вы прорвались на эту встречу и участвовали в обсуждении. Вот почему гражданское общество недовольно и что было на этом обсуждении? Там было обсуждение программы развития образования до 2040 года. Организатором выступило Министерство образования с ЮНИСЕФом, и были доноры: Всемирный банк, ЮНЕСКО, Азиатский банк развития, все представители. И мы, как вы сказали, мы узнали последний день. Это было 6-7, мы 5 узнали, потом Елена напросились, 7 человек из рабочей группы там участвовали, и в самом начале уже мы видели, что Министерство образования донорам представляет неправильные цифры. Представляете, там такая цифра была. Там было 2 дня было, первый день школьное образование, второй день дошкольное было. Я начну со школьного. Там у них в этой презентации написано, что в Кыргызстане школа охватен 97%. Школами охватен 97%. Значит, у нас нехватка школ всего 3%. И там же еще другая цифра, что выше нормы учатся 125 тысяч учеников. Это значит, получается минимум, если по 1000 учеников в одной школе, это 125 школ не хватает. Еще у нас больше 100 школ, которые в аварийном состоянии. Это получается около 250 школ. А какой 3% здесь? Потом мы стали им говорить, как это так. Это же неправильно. И там и другие тоже были. И потом, что нас обидело, мы с министерством работаем, да, по законопроекту. Сейчас наш законопроект, который разработала рабочая группа, мы через депутатов уже на сайте Жолуркнеша висит, а тот законопроект Министерства образования, мы с ними тоже работаем. Мы достигли много вместе договоренностей, это тоже не учтено в этой программе. Представляете? И доноры хотят выделить деньги на эту программу, не учитывая наш законопроект. Очень обидно стало, мы с ними спорили. И в основном в школе главная проблема – это уровень качества образования. Самое главное правильно. А в дошколе это охват садиками. Это 2 проблем там не было. Вообще о них не говорили. Потом я сказал, когда второй день вопрос садика был в детстве, они говорили только о проблемах садиков. Нехватка учителей, педагогов, учебные материалы, учебники, еще что-то. Это только охватывает 24% всего, а 76% никто не думает. Представляете? И по их данным, по данным ПИЗа, там презентация была, ребенок, который не ходит в садик, у него уровень развития 27 раз ниже, чем того ребенка, который ходит в садик. Представляете? Это значит, у нас 76% детей, у них будет развитие меньше 27 раз, чем обычного ребенка. Это катастрофа, если посмотреть. Будущее, у нас какое общество будет в будущем, если мы такими темпами пойдем? И Министерство образования этот вопрос никто не волнует. Их волнует только 24%. Потом мы сказали, как это так? У нас основная проблема – нехватка садиков. И там в этой программе нет никаких путей решения этой проблемы. А мы, когда работали в рабочей группе, мы все-таки, министерство согласилось, что мы хотим открытие частных детских садов сделать уведомительный характер. Там они берут разрешение санэпидемстанции, пожарную службу, потом уведомляют городной или районной, что они открывают сады. А там, начиная с заместителя министра Надежды Сантановны, они еще думают, перейти на это или нет. Хотя бы целая рабочая группа, работая год, Министерство образования достигли этого соглашения, да? И что плохо, начальник управления дошкольного образования говорит, нет, говорит, мы еще думаем, говорит, нам делать или это или нет, это делать или не делать.
То есть, смотрите, поскольку я тоже каким-то образом отношусь к этой межведомственной рабочей группе, уже удалось, уже дали понять, что для того, чтобы увеличить количество частных детских садов, детских садов в жилмассивах, он будет носить уведомительный характер. Да. Нас заверили в этом. Да. Теперь оказывается... Одним махом в программе ничего этого нету. И сейчас чиновники министерства думают, что они сделают так или не сделают. Представляете? Вот целую вот эту работу, которую мы работаем год, да, они одним махом вычеркивают. И еще они говорят, может, это не стоит делать. То есть вернулись к... Давайте объясним тем с нашим подписчикам, кто не следил, почему это важно, почему уведомительный характер решает проблему с детскими садами. Потому что у нас пока государство в экономическом положении не в состоянии в ближайшие 5, 6, может 10 лет обеспечить полным государственным садиком. Она не в состоянии, и к ним должно прийти на помощь частный сектор. Чтобы открыть детский садик, нужно 14-15 документов, 2 года и несколько тысяч долларов, чтобы дать взятку. А министерство не хотят остаться от этих денег. Представляете, там коррупционным схемам, за регистрацию устава деньги получают, за еще что. Вот просто так очень трудно открыть садик. Нормальный человек не сможет открыть. И там очень высокое требование санэпидемстанции, пожарной службы, высота потолка должна быть 3 метра. Как это в селах такого здания нету? Представляете? И никто специально, чтобы открыть частный садик, никто здание не будет строить, потому что оно быстро не окупится. Поэтому в Казахстане как решили? В Казахстане тоже когда-то было, у нас когда было 17%, у них было 15%. Сейчас 97%. Как они достигли? Они подушевое финансирование и вот этот уведомительный характер сделали. Главный контролер вот этих садиков должно быть родители. Они, когда дают своих детей в садик, да, они смотрят состояние, чем их кормят, как учат. А государственный надзор — это только коррупция. Они приходят, деньги собирают, уходят, и все, глаза закрывают. Я еще ни разу не видел, что где-то госконтроль в какой-то отрасли что-то хорошее сделал. Там коррупция одна, и все. Работа в этом мероприятии, которое проходило 2 дня при участии доноров, проходило в различных группах. Вы в какой были? Я был в цифровизации. Группа цифровизации, группа качества, группа доступа к образованию. Там у нас 6 или 7 групп было. Да, о чем конкретно говорили в вашей группе? Как делать цифровизацию? У нас, оказывается, с интернетом очень плохо. Сейчас недостаток, не хватает этой скорости интернета в школах и садиках. Это очень проблема. Сейчас, оказывается, раньше Кыргызтелеком они в год платили сколько, по-моему, 5 миллионов сомов, сейчас они просто 400 миллионов сомов. Сейчас это проблема у них. Понимаете? Потому что сейчас без цифровизации, без качественного интернета сейчас трудно, потому что сейчас, раньше был только через учителя ученики брали знания, она была в центре учения. Сейчас таких полно мест. Сейчас. Учитель сейчас только координатор. Не источник знания. Сейчас источников знаний в интернете полно. Умные ребята сами берут. Но нужен хороший, качественный интернет. Потому что сейчас Академия Хана есть, различные полные. Там есть сайт, где можно получить информацию по предметам. И хорошую информацию получить. А без этого и цифровизации, без качественного интернета это сложно будет. Потому что наши не могут выстоять в этом конкурентоспособном среде. Это очень важно. Посмотрим, как они будут решать. От представителей межведомственной рабочей группы было 7 человек. Да. А кто же был на этом обсуждении? Кроме нас, да? У вас было всего 7? Да, были представители Министерства образования. В каждом группе было по 3 представителя Министерства образования, директора государственных школ. Которые также зависимы от Министерства образования. Да. Когда мы говорили, надо убрать лицензию, они голосовали, нет, надо оставлять. Потому что они смотрели в глаза представителей министерства, они, оказывается, у нас учителя очень такой, чуточку, они никогда не могут свое мнение прямо сказать, они зависимы все-таки. Они зависимы от, да. Тем более директора. Да. И доноры.
Да, и доноры были, там ЮНИСЕФ был, Всемирный банк, ЮНЕСКО, АБР. И когда вот представитель ЮНЕСКО сказала, что у нас хороший госстандарт, мы разработали, я ей сказал, какой хороший стандарт, госстандарт. Это госстандарт, это значит государственный образовательный стандарт, Там пишется, какой будущий человек нам нужен. И знаете, вот этот из министерства 5 человек написали и утвердили постановление правительства. Его должен обсуждать весь народ. Журналисты, юристы, экономисты, академики, потому что нам важен, какой в будущем нам нужен человек. Исходя из этого государственного образовательного стандарта, потом предметы пишутся, потом все делается. Они говорят, а я потом спрашиваю представителя Министерства образования, где было у вас обсуждение? У нас месяц было на сайте висело, потом 12 министерств подписали, у нас было широкое обсуждение. Я говорю, я ни разу не участвовал, не видел, не слышал и нигде не читал. Они вот тайком вот такие дела делают, да, вот, поэтому сейчас мы, наша рабочая группа, если мы, дай бог, этот законопроект все-таки хороший проведем, если будет принят, мы после этого, у нас второй шаг будет именно работать над этим госстандартом, потому что он очень важен, оказывается. Я хочу напомнить, что в настоящий момент на общественное обсуждение вынесено сразу 2 законопроекта об образовании. Один вынесло Министерство образования, он находится на сайте документов для общественного обсуждения, а второй законопроект, как раз подготовленный межведомственной рабочей группы, вынесли на общественное обсуждение депутаты Джугурку-Кенеша. И он находится на обсуждении на сайте Джугурку-Кенеша. Принять участие каждый из вас может как в том, так и в этом случае. При этом вот рабочая группа призывает активно принимать участие и в том законопроекте, который разрабатывает межведомственная рабочая группа, старается услышать каждого. Во время обсуждения этого законопроекта, да, мы встречались с более 1000 учителями. Директора школ, учителя, это было сначала Бишкек, Чуй, Токмок, Ош, Джалалабад, Араван, Харасу, вот у нас рабочие группы встречались, да, у нас было живое обсуждение. Когда мы предлагали Министерству образования, давайте, в Аше есть Ошский государственный педагогический университет, давайте ваши всех вот это заинтересованных лиц туда соберем, университеты, учителей, там они были против, они не могли нам. Потом мы пошли в Ош и в частной школе это провели. И вот такое бурное обсуждение было, и когда мы говорили, что мы отменяем на этим законом государственную аккредитацию государственных школ, они стоя хлопали. Стоя хлопали, некоторые даже меня целовали. Это как хорошо, потому что у них 3-4 месяца уходят на это, и чтобы пройти вот эту аккредитацию, они собирают с учителей деньги, от 70 тысяч до 200 тысяч сомов дают на руки, чтобы они прошли аккредитацию. Представляете? Если посчитать, даже если по 100 тысяч сомов посчитать, это 2300 школ, в год собирается 230 миллионов сомов. Кармана кому-то уходит от зарплаты учителей. Кто занимался формированием списка этого обсуждения? Как раз я этот вопрос спросил у представителей ЮНИСЕФа. Они сказали Министерство образования. Потом я сказал, как это так? У нас в Кыргызстане полно именно системы образования ассоциаций. У нас есть частные школы, у нас есть представители гражданского общества, которые болеют за образование, есть рабочие группы. Почему вы не пригласили? Это не мы, это Министерство образования этим занимается. А как отреагировали доноры на то, что... Они замолчали, у кого-то настроение очень упало, потому что там очень много было критики. Там Догдугул Кендирбаева, Халчекеева, Эльдар Абакиров, Алмаз Таджибай, все мы высказали свое. Они хорошо покраснели, не знаю, теперь будем ждать результата, какой будет. Что-то, какой-то документ, какое-то письмо по итогам этой встречи было оформлено? Да, там программа, там каждая группа подала свое предложение. Сейчас министерство работает над этим предложением. После того, как министерство над ним поработает, потому что есть опасения, что оно опять будет в интересах не образования, а Министерства образования, к сожалению, сейчас это не одно и то же. Оно будет утверждено или у нас будет шанс как-то повлиять на эту программу? Вы знаете, что в конце сказали, вот это замминистра Надира Санташевна, после принятия вот этой программы донору деньги будет
выделять на эту программу. Представляете? Значит, донору не будет выделять деньги на нехватку частников, на вот, качественное образование, они не будут интересовать. Именно вот эти. У них вот такой, оказывается, был план. Они скажут, вот мы обсудили вот такие программы, вот дали предложение, давайте финансировать это. Сейчас мы написали письмо Кабмину, сейчас член рабочей группы, сейчас мы хотим депутатским корпусом поработать, чтобы отправить письма от депутатов к этим донорам и сказать, что такое обсуждение не пойдет. Давайте живое обсуждение будем делать. А речь идет о грантах или кредитах? И кредитах, о грантах. Кстати, вот кредиты, там вот такое хорошее замечание было представителем Всемирного банка. Вот вы деньги даете кредитам, и этот кредит кто выплачивает? Мы Простой сами, народ, налогоплательщики, частники, гражданское общество, но этим кредитом воспользуется в основном, как его распределяет Министерство образования. Где справедливость? Правильно? Как это так? Мы платим, это все на наши плечи будет лежать, а они решают, куда это направлять, эти деньги. Оно дает эффект или не дает. Вот еще вопрос. Мы вот так поставили, они все не ответили, но они хорошо задумались об этом. Шла ли речь о том, как были использованы кредиты, которые уже выделяли вот эти все доноры на развитие нашего образования? Нет, но я высказал в своем предложении выступлении, что мы ни разу не видели, что вот Министерство образования берет полно кредитов, но оно не повлияло на качество образования. Мы были последними по рейтингам ПИЗа, и Министерство образования каждый год продвигает. Они боятся вот опять идти туда, потому что если последнее место будет, чтобы они не опозорились. Но у нас, к сожалению, сейчас все общество знает, родители знают, что школа, государственная школа не дает то образование, которое необходимо в данное время и в будущем. Она отсталое образование. Сейчас главное что? Сейчас 3 вещи надо учить ребята. Первый – английский язык, IT и язык бизнеса. Без этих 3 языков, да, трудно будет в будущем нашему учить, потому что Илон Маск уже разработал робот за $20 000. Через 10-20 лет они придут к нам. И чем будут заниматься наши ребята, наши дети, если не будет вот таких навыков? А министерство даже не думает об этом, честно говоря. Какие еще прозвучали на этой встрече идеи, которые противоречат идеям, озвученным гражданским обществом? В подготовленных материалах у Министерства образования не было слова про ваучер подушевое финансирование в школах. Мы там объяснили, очень много, Эльдар Абагиров тоже, Абакиров очень хорошо объяснил, и мы многих убедили, что это очень важно. Потом представитель Всемирного банка пришла ко мне, там со мной стал спрашивать, каким формулам, каким будет. Мы все-таки и в документах тоже внесли, вот это тоже очень важно, именно подушевое финансирование, потому что это будет справедливое распределение денег. Сейчас как деньги вот распределяются? Министерство финансов переселяет Министерство образования. Министерство образования там есть управление. По интернетам, по интернатам, по общим школам они туда переселяют, они Горано, а потом Горано в школу. Деньги идут, когда через какой-то час по коррупционным схемам остается, полностью не доходит. А когда ваучер, это с Министерством финансов прямо в школу переселяется. Вот этих посредников не будет, и людей будет меньше. Будет. А потом уже там уже будет интерес в школу, потому что там, сейчас мы как раз работаем над формулой ваучера, там будет в первую очередь и деньги, а коэффициент за отдаленность школы от центра, второй коэффициент за инклюзивность. Сейчас большая проблема инклюзивности, да, вот их не ходят. А когда будет у них коэффициент 2, 2,0, это от обычного ребенка, допустим, 30 тысяч выделяется, им будет 60 тысяч выделяться. Директора школ, они сами будут бегать за ними, интерес будет. А третий еще коэффициент за качество. Допустим, если у нас 2300 школ, первые 230 школ, которые первым 10%, им будет за качество отдельные деньги будут выделяться. Вот здесь будет уже конкуренция, будет, интерес будет учителей. Значит, смотрите, ваучер, говорили об аккредитации, об дошкольных образовательных организациях? Школьных. О лицензировании шла речь? О лицензировании, да, о лицензировании детских школ, детских садиков, да, министерство, вот представители министерства и вот директора школ были против. Кто будет контролировать садик? Мы сказали, мы будем, родители будем контролировать.
Они не хотят вот этот свой рычаг отпустить. Потому что это очень хороший рычаг, чтобы через коррупционные схемы получить деньги лишние. Конечно, речь ведь не идет о том, что садики перестанут санэпидемстанция. Они будут контролировать. Да, там будет стандарт наш, государственный образовательный стандарт, они будут работать по этому стандарту. Пожарная служба будет проверять. Да, а все остальное родитель не отдаст своего ребенка. Конечно. Конечно. Я спрашивал, за моих родителей я буду больше болеть или чиновник Министерства образования? Когда я же буду болеть больше за своих детей, правильно? Они не чиновник. Я говорю, чиновник придет, деньги возьмет и уйдет, но я буду требовать, чтобы моих детей хорошо воспитали, хорошо там кормили, учили, чтобы я же буду требовать от этого, когда я свои карманы деньги даю, правильно? И вас услышали, как по вашему ощущению? Мы сказали, посмотрим теперь. Когда нам ждать вот этого документа, вот этой программы от Министерства образования? Не знаю, оказывается, мы позавчера работали целый день, вчера до 2 часов, а после этого, оказывается, министерство осталось с донорами, оказывается, все это доработали до конца. Сейчас мы хотим узнать у министерства этот документ окончательно, посмотрим. Мы сейчас собираемся встретиться, члены рабочей группы с донорами тоже, с ПРООНом, до этого, потом мы у них тоже будем этот вопрос ставить и просить, что вы делаете. То есть работа еще не окончена, еще предстоит... Предстоит очень жесткая, большая борьба. Борьба за будущее детей, за будущее страны, за будущее образование. Потому что если у нас не будет грамотных молодежи, детей, у них образование будет низкое, о развитии экономики не стоит разговаривать. Представляете? В Европе тот же человек, который работает в одинаковых условиях, в одно время такой же тратит энергию и работает столько времени, как и наши, они зарабатывают больше 5 раз, чем наши граждане. Потому что уровень образования выше, у них вклад в экономику тоже большой. У нас, когда не образован, у нас 76% выпускников вузов работают не по специальности. В России строителями, уборщиками, доставщиками, еще где работают. Но они не работают, по сути, потому что они не получили те навыки, которые могли бы работать. И все же мне непонятно, почему Министерство образования так противится участию гражданского общества в обсуждении всех образовательных документов. Потому что Министерство образования, начальником управления работают люди, которые там 10-15 лет сидят. Они договариваются с донорами, эти все проекты, программы, они сами тоже с авторы как пишут, получают деньги оттуда, и потом, как работник Министерства образования, они сами же их потом туда продвигают. Там очень большая коррупционная схема, и во-вторых, они не хотят отпускать рычаг, и там по коррупционным схемам лишние деньги приходят к ним. Вот и все. Понятно. Значит, сейчас мы продолжаем еще обсуждать новый закон об образовании. Да. Идут ли встречи с Министерством образования? Да. Идут встречи. Сейчас в последнее время мы с ними находим общий язык. Те люди, которые были против наших идей, мы вынудили, чтобы Министерство образования их убрало с нашей комиссии. Сейчас они не участвуют, сейчас их находим язык более-менее. Сейчас где-то мы, 70% уже нашли язык, и их закон тоже приводим с нашими. Мы хотим какой пройдет. Наш план, допустим, если их закон тоже пройдет в первом чтении, на втором чтении мы хотим их объединить. Но для этого тоже чтобы их закон тоже был близкий к нам, чтобы легче было потом его пройти. Да, чтобы в нем были учтены эти 4 основных момента, которые есть в законопроекте, разработанном межведомственной рабочей группой, утвержденном, созданной по распоряжению главы Кабмина Акылбека Джапарова. Что сейчас, какие основные задачи стоят перед межведомственной рабочей группой? Это больше дать информации обществу, гражданскому обществу, чтобы была поддержка этому законопроекту, который инициирует депутаты. Это очень важно, потому что депутаты смотрят через соцсети, через все издания, как народ, какое мнение, как они поддерживают. В любом случае, 90% депутатов, они есть в соцсети, если даже и сами нет, есть их помощник, они смотрят везде. Если мы больше будем каждый говорить, выступать и болеть, этот наш законопроект легче будет пройти.
Очень многие пользователи интернета путают. Вот им кажется, что вот активно обсуждающееся 12-летнее образование – это и есть часть нового закона об образовании. 12 лет она законом не регулируется, не касается этого закона. Оно регулируется какими-то другими. Сам министерство сами через правительство, постановление правительства, но в законе нет такой нормы, чтобы было 11 или 12 лет. Вот 12 лет тоже некоторые не понимают. Я тоже очень интересовался, очень много спросил. Оказывается, они хотят сделать, сейчас вот ребенок в 17 лет, 16 лет школу заканчивает, да? 17, да? 17 Он 17 сейчас будет заканчивать, просто нулевой класс, они хотят сделать первый класс. Полезно в том, что, знаешь, 6 лет они пойдут в школу, но в садиках хоть место освободится чуточку, представляете? И у нас охват, может, 24, может, 30 будет. Вот это будет. Просто министерство вот это не может объяснить народу простым языком. Эй, уважаемый народ, как было, так и будет, но просто они в 6 лет начнутся. Мы хотим в 1 год, уже из-за того, что у нас не хватает детских садиков, мы хотим 1 год в школе подготовить, чтобы он в 1 классе был подготовленным. Сейчас 1 класс, оно будет считаться 2 классом, а нулевой класс 1 классом будет считаться. То есть добавить снизу, да, снизу, чтобы вот та самая подготовка, которая раньше осуществлялась в дошкольных образовательных. Да, сейчас в школах она была, потому что до школ не хватает. Вот эти элементарные вещи не могут объяснить. Вот министр вчера в комитете был, он не мог вот это объяснить, депутаты не поддержали. Той неделе. Следили ли вы за конкурсом на должности директоров? Вот еще такая, не относящаяся к нашей беседе. Мы вот в этом году в систему образования выделили 54 миллиарда сомов. Наша цель какая, государство? Для чего вот эти 54 миллиарда они выделили? Для хорошего директора или для хорошего учителя? Цель какая? Цель качественное образование, чтобы ребенок получил. Да? Цель вот это же. У нас цель не вот это, не учитель, не директор. И мы должны на конечный результат работать. Мы сейчас что предлагаем? Допустим, вот в 4, 9 и в 11 классе провести независимое тестирование и оценить качество ученика, качество образования. И по этим результатам тестирования оценить работу учителя и директора. Правильно? Это справедливо будет. Хоть он очень грамотный директор, если он не может организовать работу, какой толк от него? Пускай он 10 раз пройдет тестирование. Но наша цель же это образованный ребенок, образованный человек должен готовить школу, правильно? А зачем нам образованный директор или учитель? Мы хотим дать академическую свободу учителю, пускай как хочет, так он дает, но что он дал нам хороший результат. Это механизм рыночной экономики. Мы должны работать на конечный результат, правильно? И сейчас министерство не может сказать, какой-то школа в Бишкеке или в Баткене или в Нарыне, какой у них рейтинг. Не знает, данных нету. А здесь будет рейтинг школ. Правильно? Если вот сейчас республиканский тест, да, который проводит ОРТ, и все верят, там нету коррупции. Если вот такую же мы систему сделаем в 4, 7 классе, и родителю будет понятно, в каком уровне ребенок учится. И сейчас 11 классе проходит, да, и что толку, он ушел уже, все, как его могут исправить? А если в 4, 9 классе будет, это уже будет поздно, и все будут работать на конечный результат. А потом те школы, которые остались, 230 школ на последнем месте, да, допустим, 10%, им надо дать год, если в течение года ты исправишь, вот выйдешь на средний результат, если нет, то уйдешь с работы. Вот такой должен быть результат. Понятно. Спасибо большое. Наша основная идея встречи и беседы в том, что никакие решения в области образования не должны приниматься без гражданского общества, членами которого являемся мы все. Да. Потому что первые враги реформы системы образования – это работник Министерства образования. Во-первых, у них уровня не хватает, они не понимают сейчас новые вызовы системы образования. И они не хотят даже понять, понимаете? Поэтому здесь очень важен контроль и участие гражданского общества. Мы надеемся, что... То есть мы открыты для обсуждения. Каждый из нас может принять участие, каждый слушатель, каждый родитель, учитель. Потому что мы все заинтересованы, у нас есть либо дети, школьники, но и мы в конечном счете все потребители
того, что дает нам система образования. Спасибо большое. Надеюсь, что все наши усилия будут не напрасны. Будем надеяться и будем бороться. Будем информировать дальше. С нами был Абдулвахаб Нурбаев, член межведомственной рабочей группы, которая работает над новым законом об образовании. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо. До новых встреч. Спасибо, до свидания.